Вот мы снова встретились с вами. Целый год я наблюдал за вашими успехами и поведением. Люблю послушных детей. Я от всей души поздравляю вас с наступающим новым 2020 годом. Желаю вам больших успехов в учебе и отличного настроения на весь год. Ты тоже поздравь, внученька, ребятишек. Я тоже поздравляю вас всех с Новым годом. Желаю вам самое главное – здоровья, счастья, всех благ. Не огорчайте своих родителей, будьте послушными, хорошо учитесь, и тогда все у вас будет хорошо. А теперь слово для поздравления предоставляется главе Хунзарского района Нурмагомеду Махсудгаджиевичу Задиеву. Дорогие дети, уважаемые родители, взрослые, хочу сегодня поздравить всех с наступающим Новым годом. Ну, дети все, наверное, написали письмо Деду Морозу. Все подарки получили? Молодцы. Вот хочу, чтобы вы всегда были такими послушными, чтобы вы выросли здоровыми, умными, чтобы вы радовали нас всех, и чтобы мы гордились вами, чтобы вы выросли здоровыми, умными. Хочу пожелать, чтобы следующий год, который будет 2020 год, для вас, чтобы был благополучным, удачным и успешным. Поздравляю вас с наступающим Новым годом. Желаю, чтобы Дед Мороз вам принес подарки самые хорошие, которые всем, то есть у всех, чтобы исполнить желания, которые вы загадали. С праздником вас наступающим! Ребята, а теперь приглашаем вас в новогоднюю, волшебную сказку по мотивам Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес». Новогодние интерпретации «Приключения маленькой Амали». Уверяю вас, после просмотра этой сказки у каждого из вас жизнь изменится в лучшую сторону. Внимательно смотрите и слушайте эту сказку. В ней скрыт волшебный феномен.
В одной стране жила маленькая, но с большим добрым сердцем девочка с ясными глазами. Звали ее Амаль. Дом ее находился на самой красивой улице. И в ясную погоду, особенно ночью, ей казалось, что от ее окна к луне и звездам лишь рукой подать. Был канун Нового года. Амаль подошла к окну, и сегодня ночное небо ей показалось каким-то волшебно загадочным. Млечный путь тянулся карамельным шлейфом. Луна, сверкающие звезды и сапфировое небо играли прекрасную мелодию. И она поняла, каждая ель, каждая снежинка, голубки на крышах насквозь чувствуют ее давнее желание изменить мир к лучшему, превратить этот земной шар в шар добра, веры, любви и надежды. Амаль долго смотрела в окно, погрузившись в свои мечты, как вдруг заметила, как ее к дому по снегу летит снеговик и зовет ее играть в снежки. Амаль, ты почему в такой праздник тут одна сидишь? Выходи к нам играть. Снеговик Олаф. Я одна, потому что мои родители уехали к бабушке на Новый год, а меня оставили на попечение у тети. Скоро она должна прийти. Хорошо, я выйду сейчас. Вдруг началась такая сильная снежная буря, что маленькую Амаль унесло далеко-далеко, через горы и равнины, через реки и моря, и она оказалась во дворце самого морского властелина. У него была дочь русалка, звали ее Айя. Морской властелин зорко следил за своей единственной наследницей. Издалека до маленькой Амаль доносились голоса. Ей послышалось, будто кто-то ругается. Тебе запрещено было выходить за пределы вон тех коралловых рифов и мечтать в несбыточных мечтах. Ты морская принцесса и останешься ею всегда. Рыбий хвост никогда не превратится в ноги. Знай свое место, дочь. Ну, отец, как же так? Я хочу мечтать
Хочу преодолевать огромные морские волны. Хочу путешествовать и просто быть счастливой. Дядя морской царь, не ругайте русалку. Очень важно верить в мечту, любить и творить добро. Знаете, что только добрым сердцем интересно жить на этом свете. Ая, ну ты не плачь и не грусти. Научись управлять ветром и морской волной. Ставь всегда перед собой цели и добивайся их. В твоих словах есть какая-то прозрачная истина. Как воды моего морского владычества, я больше не буду запрещать своей единственной дочери мечтать. И сам буду ей помогать добиваться целей. Амаль, как же здорово, что ты приплыла в наше морское царство и помогла мне поверить в себя и побороть свои страхи. В благодарность мы приглашаем тебя на самое зрелищное шоу нашего царства «Танец медуз». Амаль так захотелось потрогать за щупальца одну из медуз и потанцевать с ними, а русалка не успела предупредить, что они могут ударить ее током и потянуть за собой. Так ее и унесли танцующие медузы. Долго ли, коротко ли, надоело им нести Амаль. И оставили они ее у одного маленького, холодного и снежного острова, где жил страшный злодей Аман-Газ-Газ, хозяин этого острова, который собирал всех обиженных, злых и одиноких людей. Амаль открыла свои глаза и нашла себя на холодном и скалистом камне. А на нее смотрел злодей Аман-Газ-Газ, который собрался отнять все тепло ее сердца. Эх, маленькая девочка Амаль, это ты? Наслышан я о твоем благородстве, о том, что сеешь ты только добро и тепло.
Но не бывает этому. Ты одна никогда не сможешь побороться со всем черным и темным светом. Дяденька Амангазгаз, вот скажи мне, почему ты стал таким злым, холодным и бездушным? В детстве я тоже, как все маленькие дети, рос счастливым и добрым. Но соседние девочки издевались надо мной из-за моих больших ушей и маленького роста. Когда я стал взрослым, я понял, ни один человек не заслуживает уважения и любви, так как именно эти люди вырастили меня таким. Дяденька Амангазгаз, вот смотрю на тебя и вижу, какой ты добрый. Будь самим собой. Человек, который умеет быть один, не страдает от одиночества. Найди выгоду в ней для души. Ты притянул этих людей, чтобы не быть одиноким. Отпусти этих людей. Найди в своем сердце капельку тепла, и все потянутся к тебе. Девочка, почему вы не уходите из этого холодного острова? Амаль, мы здесь так привыкли. И так хорошо. Мы не хотим менять нашу жизнь. Метель укроет склоны горных вершин, и мертвым бела земля. Безмолвное королевство, королевство я.
себя, благодарите за все, что с вами случилось, за то, что вы получили уроки жизни. Не надо обижаться, будьте свободны, любите всех, любите каждый кустик, каждый предмет, а в первую очередь себя. Ведь сегодня новогодняя ночь. Кто-то счастье ждет, кто-то в сказку верит. Вот и Новый год к нам стучится в двери. Новый год придет, и зажгутся свечи за вашим столом. Новогодний вечер. Скоро все случится, будет вновь кружиться. За окном снежинок хоровод. Мчатся дни, минуты, просто нужно верить в чудо. Скоро Новый год придет. Кто удачу ждет, кто счастливей станет. Час под Новый год загадай желание. За окном зима, одеялом снежным серые дома. Так укроет нежно. Скоро все случится, будет вновь кружиться. За окном снежинок хоровод. Мчатся дни, минуты, просто нужно верить в чудо. Скоро Новый год придет. Мчатся дни, минуты, просто нужно верить в чудо. Скоро Новый год придет. Поздравляю всех с Новым годом! Желаю счастья, здоровья! Будьте умными, красивыми и любите друг друга! С Новым годом! Скоро все случится, будет вновь кружиться. За окном
зима, красавица, у нас тебе понравится. Скрипи снежок под сапожком, по речке ходим мы пешком. Зима, зима, красавица, своим морозом славится. С горы лететь захватит дух, перевернулись санки. Кружево мороз плетет, сюда улицу метет, снег на голову летит, из трубы дымок пыхтит. И повсюду там идут, горы снежные растут, побелели все кругом, будто лили молоком. Зима, зима, красавица, у нас тебе понравится. Скрипи снежок под сапожком, по речке ходим мы пешком. Зима, зима, красавица, своим морозом славится. С горы лететь захватит дух, перевернулись санки. Зима, зима, красавица, у нас тебе понравится. Скрипит снежок под сапожком, по речке ходим мы пешком. Зима, зима, красавица, своим морозом славится. С горы лететь захватит дух, перевернулись санки. Амаль кружилась от счастья. Но вдруг она почувствовала, что падает в огромную нору. Видит, стоит посередине леса домик, и доска, прибитая к ней. И написано тут живут люди, которые творят великие дела.
Амаль взяла бутыль с розовой водой и попробовала глоток. Ой, как же мне теперь вернуть свой прежний рост и вес? Амаль в думках вышла из избушки и направилась в сторону леса, искать какое-нибудь волшебное растение, которое бы помогло обратно вернуть свой рост. Видит, в гуще леса стоит старый невзрачный замок. Амаль опять рискнула и зашла в замок. Видит, посередине комнаты стоит огонь. На огне кастрюля, и над ней колдует, варит зелье не какая-нибудь, а самая настоящая злая ведьма. Ой, откуда она как взялась? Не из своих, это точно. И поселила же в самом маленьком, убогом, кривобоком замке из всех, что на земле. Эх ты, негодница, это ты мне шепчешь всякую ерунду. Чего тебе надо? Ведьма со мной приключилась в лесу, дома у гномов. Я случайно наткнулась на бутыль с розовой водой. И вот, не удержалась и выпила. Да ты еще и невоспитанная. Как ты могла выпить мое заколдованное зелье для гномов? Ты думаешь, все так просто? Теперь тебе нужно пройти курс принудительного лечения в моем курятнике. А как? Возьмешь перья у цыпленка, утенка и гусенка, проведешь ими над головой и станешь как кура. Путешествие в лес дал хороший урок и опыт Амаль. Она поняла, что нужно все равно поблагодарить и за этот опыт, хоть он и не из самых приятных. Ведь она знала, что благодарность и прощение – это самые великие добродетели на белом свете.
Теперь она решила точно, что на своем пути она будет встречать только хороших, добрых, приятных и замечательных людей. И случилось оно именно так. Ох, Амаль, ты здесь. Скажи мне, а вот ты когда-нибудь пробовала такой вкус? Это такой смешанный вкус вишневого торта, заварного крема, ананаса и жареной индейки, а еще хлеба с маслом и ириски. Стоп, стоп, а ты хочешь, чтобы твое настроение поднялось до уровня шоколадного мусса, а здоровье до отметки мармеладного апельсина? Да, хочу. У меня никогда так не поднималось настроение. Я никогда не пробовала вкус вишневого торта и заваренного крема и жареной индейки. Ой, а ты знаешь, что у каждой волшебницы есть мага, и у меня она есть. Идем, идем. А ну-ка, ну-ка. Смотри, правда красиво? Вау, это настоящая магия. Итак, идем со мной. Пока-пока, Амаль. На душе у Амаль зацвели снежинки, ее белые локоны завивались и радовались. Все лесные звери, ведьмы, колдуны, волшебники стали ее друзьями. Чудеса случаются совершенно неожиданно. Мечты сбываются совершенно неважно, как ты выглядишь. Большой, маленькой, взрослый. Неважно, что у тебя веснушки, рыжие волосы или круглый орлиный нос. Главное, твое доброе и чуткое сердце. Открой глаза, мы с тобой совсем друг на друга не похожи. Я мечтаю жить без забот, а ты думаешь, это невозможно. Но мы день и ночь вдвоем, слышишь, мы поем, когда мы рядом. Это солнце для тебя, а мне подмигивает луна. Все, что для тебя осталось сказкой. Дай свою ладонь, пойдем со мной, и тебе все сразу станет ясно. Ведь мы день и ночь вдвоем, слышишь, мы поем, когда мы рядом. Это солнце для тебя, а мне подмигивает луна. Это Новый год, это новая попытка, счастье принесет. Новый мир, окно открыто, нам грустить нельзя. Сказка вдруг закончилась, вот сбылась твоя мечта. И теперь ты веришь в чудеса. Может стать легко, я боюсь. Может стать легко, я боюсь. Может стать легко. Мое тепло, снежинки на ладонях тают. Мы день и ночь вдвоем, слышишь, мы поем, когда мы рядом. Это солнце для тебя, а мне подмигивает луна. Это Новый год, это новая попытка счастья.
Эта счастливая песня друзей принесла Амаль далеко из всех тех стран, где она путешествовала, помогла стать счастливее, стать добрее и снова оказалась на своей родной улице, перед родным домом. Неожиданно она увидела маленький столик, весь сделанный из толстого стекла. А на нем был огромный красивый торт. Рядом был ключ. В этом ключе и был главный секрет, который означал, что глубокая вера, большая любовь к себе, как к созданию Всевышнего, могут творить чудеса, сделать мир и людей, живущих в нем, добрее, лучше, что всего лишь поверив в мечту, можно коснуться крыльями неба. Что я люблю, с ветром за руку лучи намовлю. А хочешь, будешь спать, а я спою. И близко над звездой мечту свою дарю. По небу летели мы и просто хотели мы крыльями неба коснуться. Мы белые ангелы. По небу летели мы и просто хотели мы крыльями неба коснуться. Что сейчас и куда бежать? Вместо неба с тобой полетать. Или хочешь, будешь спать, а я стою. И я буду над тобой, и тебе я придю. Дорогие ребята, вот и подошла к концу наша волшебная сказка. Пусть каждый день в вашей жизни происходит волшебство. Я еще раз поздравляю вас с Новым годом! Ребята, приглашаем вас на новогодний праздник, который состоится в доме у Амаль.